Так, Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Приветствую вас всех после такой большой паузы. Как всегда, первый вопрос. Слышимость, видимость. Как у нас? И отвечу так. Ва алейкум ассалам. Еще раз приветствую вас всех. Аламаху. Ва алейкум ассалам. Шудо маш, не машло. Хорошо, алхамдулилlah. Это самое главное, что вы видите и слышите. Вот, для начала. Здравствуйте, Медлютин. Конечно, наладится. Куда оно все это денется? Все будет хорошо, иншаллах. Мухаммад Technology Innovation. Брат, да, действительно, давно меня не было, но на это у меня некоторые причины были. Вот. И я хотел бы так быстро пройтись по некоторым событиям, которые произошли за все это время. Вот, а потом уже к главному подойти. Я сейчас прочитаю сначала ваши вопросы, пускай это будет просто 5-10-минутная разминка, а потом уже начнем. Иншаллах. Так. Андрю. Абу Вахид, да, я видел твой вопрос, сейчас я его зачитаю и отвечу. Это был первый вопрос, кажется, в этом эфире. Так вот, Абу Вахид пишет: Анзор, не считаешь ли ты, что шумиха вокруг адат наиграна? Анзор, и еще один вопрос. Адат заявляет, что их голоса в слитом видео подделка, но то, что они там обсуждали в семейном чате, говорит о том, что ими руководит НПО. Я не могу сейчас говорить конкретно, кто они и их цели, и вот про эти голоса, которые мы все видели. Вот. Не могу сказать, это подделка или не подделка. Для меня это как бы, как вам сказать, это было предоставлено российскими кадыровскими пропагандистами. То есть они способны на все. Они могут сделать что угодно в свою пользу. И что там может быть монтаж, как ты пишешь, что это подделка, как они якобы, я не знаю, как они говорили или нет, я не знаю насчет подделки. Возможно, и подделка. Ну, то есть эти пропагандисты способны на все. Способны на все. Я в этом плане насчет адат подхожу очень осторожно. И насколько я вижу, я и раньше говорил, и не отказываюсь от этих слов, что я особо не поддерживал их, потому что я не знал их цели, кто они, откуда они. И там есть некоторые другие неприятные моменты, я сейчас про них говорить не буду, и не буду в общем и говорить, но то, что делает кадыровский режим, то есть российский режим, вот надо говорить об этом, про эти похищения, про то, что как увели их мать, вот. Про это надо говорить. Вот что мы должны сегодня обсуждать, трубить на весь мир про эти преступления.
Валикум ассалам. Страсбург с тобой пишут. Я тоже со Страсбургом и с другими городами и странами. Андрю Филлипс, Нохчимота, как ты? Вырвала, будь осторожен. У меня все нормально, все хорошо. Да. Кто-то мне пишет, тяжело тебе, наверное, живется. Мне живется так же, как и вам живется. То есть никакого различия, разницы в этом нету. Ну, наверное, то, что видеть это все, вот эта мерзость, вот эти преступления, вот, наверное, это самое тяжелое. Абу Вахид, тогда почему они не стали защищать мать и жену? Просто смылись, ну то есть уехали. И теперь активно готовятся к судам. Я бы смог бы добавить к этому, что не нужно говорить про один случай. Если говорить про преступление, надо говорить про преступления, про все преступления путинского, кадыровского режима. Перечислять вот эти все преступления, все зверства, которые совершали вот этот режим. Вот за что надо судить этих преступников, а не так за единичные случаи. К примеру, мое мнение, да, эта война, вот эти происшествия, трагедия коснулась лично меня тоже, но я не за свои личные цели, там у меня таких личных целей нету, то есть я не из-за этого. Вот. Надо бороться за общие цели. Muhammad Technology Innovation. Брат Анзор, выглядишь как-то нездоровым. Все ли в порядке со здоровьем? У меня все хорошо, алхамдулилlah. Здоровье, силы и все остальное у нас есть. Очень много. Алхамдулилlah. Сколько минут мы? Валейкум ассалам. Диана Денисовна, здравствуйте, добрый вечер. Давно не было ваших эфиров. Как вы, как ваше здоровье? Все хорошо. Да, действительно, давно меня не было. На то есть свои причины. Вот. Но не пропадаем и не пропадем.
Citizen of Ичкерия, алейкум салам, я не понимаю твоего вопроса. Не кажется ли тебе, что подобный метод борьбы, предлагаемый неопытной молодежью, ведет к хаосу? Какой метод, чей метод? Я знаю, что мы все должны выйти из того страха, куда мы себя сами загнали. Должны бороться с этими выходками, преступлениями, действиями этого преступного режима. Как-никак мы люди, мы мусульмане, мы чеченцы. Вот. Мы не должны молчать. Вот именно молчание, наше молчание, и этими пользуются вот эти преступники. Лечи Хултыгов, алейкум ассалам. Я прочитал твое сообщение, но я сейчас полностью его зачитывать не хочу, не могу просто. Ну, что скажешь насчет этого? Это и есть методы Путина и этого лоботряса Кадырова. Вот из-за своего страха, чтобы потерять вот эту власть, они идут на такие преступления, чтобы удержаться у этой власти. Это их методы. Muhammad Technology Innovation, спрашиваешь про мою мать, как она себя чувствует. Да, дай Аллах и здоровья. Барак Аллах, брат, спасибо. Все хорошо, алхамдулилlah. Мать со мной, и у нее все хорошо. Юсуф Соборо, Дейлер Саламашал, Аллах рейсхуем. Секунду. Так. Черкесско-Лудинский. Алейкум салам. Так. Ну ладно, сейчас, как я говорил, я просто хотел поприветствовать, прочитать сначала ваши вопросы, ответить на них, на некоторые вопросы, на которые я успел, а потом уже поговорить о главном. Так вот, меня долго не было в эфире, как я сказал, на то есть некоторые причины уважительные. Вот. Был занят, и как я говорил ранее в эфирах, у меня состоялась поездка по некоторым странам, и во время этой поездки я встретился со многими людьми. Как я говорил, даже с сыновьями наших героев, вот, с ними общался, встречался.
Вот, и виделся со многими людьми, ну, в разных странах. Провел много встреч. Алхамдулиллах, все прошло хорошо. И как я раньше делал эти эфиры на местах, это было в Берлине, в Страсбурге, в Вене и так далее. Так вот, я просто хотел коротко обрисовать такую ситуацию. Мы сегодня говорим, что у нас нет единства. Но то, что я увидел, я хочу вам просто рассказать это. Я встречался с разными людьми. Те, например, они же российские пропагандисты, вот эти преступники, они же делят нас на какие-то группы, вот, называют там гилаевцами, масхадовцами, как там еще, басаевцами и так далее. Так вот, я встречался со всеми этими людьми. И, конечно же, я не делил никого не делил. И то, что я увидел, я просто хочу вот так коротко рассказать. У нас это единство есть. Единство среди этих людей. Вот. Но проблема в том, что в нашем обществе есть несколько человек, которые называют себя самыми легитимными, вот, привели нас к этому. То есть сделали то, что хочет наш враг. Пошли на эту уловку. И я считаю, что главная сила, наша общая сила, это в тех людях, о которых я говорю. Этот костяк, который остался, алхамдулиллах, который живы, здоровы. Вот. И в нашем народе именно они могут изменить ситуацию к лучшему. Вот. Хотел вот на местах встретиться с ними, поговорить, узнать их мнение. Я в основном слушал, я в основном задавал вопросы. Мне было интересно знать их мнение. И сделать, чтобы такой вывод, я хотел бы сказать, что не надо вестись на какие-то громкие речи, не надо друг друга делить, тоже не надо. Это то, что хотят вот эти российские преступники и те люди, которые работают на них. Они есть даже здесь, в Европе. Вот. Надо как-то консолидироваться. Вот некоторые даже говорят, что какая польза, чтобы стоять на митинге, да, пойти на митинг и стоять там. Это большая польза. Большая польза. Мы должны ходить на митинги, мы должны выступать, мы должны говорить, мы должны показывать, что мы есть, мы должны высказывать свое мнение и показывать, что никто не заставит нас замолчать. Именно наше молчание загнало нас в этот тупик, в этот кризис. Если мы не должны бояться никого, мы должны бояться только Аллаха, а не каких-то там этих марионеток. Даже, к примеру, если будет какой-то митинг в Берлине, будет там митинг в Вене или в Страсбурге или еще где-то, мы должны выходить и отстаивать наши права, отстаивать их на месте. Вот. Вот что нам надо делать. Это то, что я пока могу говорить на публику. Конечно, есть и вещи, которые я сейчас говорить не хочу и не буду, потому что мы все еще находимся в состоянии оккупации, в состоянии войны. Вот. И я не буду сейчас говорить про планы и так далее и тому подобное. Все будет хорошо, иншаллах. Потом у меня состоялась встреча еще
как вы помните, с исламом в Норвегии. Я с ним пообщался. У меня есть контакты и с другими нашими активистами, и я готов встретиться с любым из них, обсуждать любые вопросы. Вот. И даже если у нас есть какие-то разногласия, то решать эти разногласия между собой. У каждого человека есть свое мнение, как говорится. Я пример приведу. Да, были моменты, где я не соглашался с исламом, да, вот я про мысли ислама. Вот. Он также может не соглашаться со мной. Но все это обсуждение никто не увидел. К примеру, там наш брат Тумсо, он тоже может где-то со мной не согласиться, я тоже могу не согласиться с ним, но вот эти вопросы мы должны между собой обсуждать. А так у нас все хорошо, и никто не сможет нас разделить. Пускай старается, пускай пробует. Пускай пробует. Потом еще скажу, я встречался в Страсбурге с организацией Барт-Маршо и еще с другими нашими братьями там. Обсуждали очень много вопросов. Были там разные мнения, но мы движемся в правильном направлении. Но было бы хорошо, если бы мы все старались бы, и каждый как может помогал бы тем людям, которые делают эту работу. Говорят на публику, говорят правду, не боятся и не будут бояться. И никто не заставит их бояться говорить эту правду. То есть мы должны вместе, все вместе работать. Я не хочу никого делить, не хочу и не буду делить. Даже если вот у меня были несогласия с организацией Адат, да, у меня были конкретные вопросы, конкретные несогласия, но тем не менее я готов со своей стороны помочь этим людям, которые попали в эту ситуацию. То есть, когда они стали заложниками, взяли в заложники, совершили это преступление, и со своей стороны оказать любую помощь. Любую помощь. Вот в основном это. Сейчас просмотрю, что у нас тут. Так, рыжая лисичка. Жаль, что среди чеченцев есть отпетые мерзавцы, говорит. И те, кто боится им противостоять. Но не надо так судить. Я не хочу, чтобы вот так судили чеченцев, и не позволю со своей стороны. И не хочу, чтобы так высказывались. Это некрасиво. Чеченский народ стал жертвой преступной России. И этот народ, чеченский народ, прошел 2 войны, испытал на себе эти бомбежки, эти похищения, пытки, эти истязания в концлагерях. Вот. Я не буду сейчас перечислять все эти зверства российского государства над чеченским народом.
Но мы прошли через все это. И сегодня чеченский народ стал и есть, находится в заложниках у этого государства, у этих оккупантов, у Путина. Вот. И они совершают вот такие преступления. И они используют вот эти самые мерзкие, варварские методы, когда истязают просто даже за свое мнение, за сказанное слово, издеваются над родственниками, и могут сжечь или взорвать их дом, вообще выбросить из села, населенного пункта, выдворить из республики. То есть это не этот мерзавец Кадыров делает, а это делает Путин. На самом деле это делает Путин. То есть он поставил этого Ахмада Кадырова, я его хочу сравнить с тем же Будановым, этого Кадырова. Вот. Потому что этот Буданов, этот, как его, Кадыров, потом другие фамилии их, Грачевой там и так далее и тому подобное, они работали в одной упряжке, вот преступной упряжке для установления путинской власти, путинского закона, вот этого преступного террористического режима, который совершает сегодня эти преступления. Здесь же, как я говорю, виноват этот Грачев, там, этот Куликов, Пуликовский, Шаманов и им подобные, все эти генералы. К тому же виноваты, начиная там от Гантемирова до этого Кадырова и им подобным. То есть, как я сказал, они работали и работают в одной упряжке. Они все виноваты в этом. XXX. Валикум салам, брат. Что нам делать дальше? Ну, должен быть конец всему. Они уже все грани перешли. Они все грани перешли еще давно. Более 20 лет тому назад. Не надо сегодня говорить, что это сегодня они перешли вот эту грань дозволенного, что сегодня они начали совершать вот такие преступления, издеваться над женщинами, пытать их, избивать их публично. Вот. Не сегодня. Не сегодня. Это происходило всегда. Я помню, вот даже это в Очхой-Мартановском районе, это было давно, когда шли боевые действия, женщину, там людей остановили на блокпосту, на российском блокпосту, захватили женщину, издевались над ней и убили ее, распоров живот. Вот. И было совершено очень много преступлений. И как я сейчас говорю, это не сегодня началось. Я раньше вот рассказывал, например, я про свой личный случай говорю, про свою тетю, как эти кадыровцы, эти мерзавцы избивали ее, унижали ее перед своими братьями, пытались ее вот, даже словесно там, обращаться к ней матом, прямо говоря. Потом обращались к ней, давай, снимая одежду перед своими братьями. И говорили это, чтобы так унизить, понимаете? Это была женщина
ну, ей было более 70 лет. Вот представьте, какие это существа. У них нет ни религии, у них нет ничего. У них есть все это на словах, но и они не стоят ничего. Единственное, что они могут сделать, то, что они уже привыкли делать. На более мужественного поступка они не могут пойти и не смогут пойти, потому что они вот такие мунафики и предатели. Вот. Так что я хочу сказать, таких случаев очень много. Очень много. Вот каждая семья, чеченская семья, или, скажем, ну, не только там чеченцы жили и живут, там и русские, там и ингуши, дагестанцы, и другие. То есть каждый испытал себя, каждый испытал вот эту трагедию на себе, каждая семья. У кого-то есть убитый, у кого-то есть похищенный человек этим преступным режимом. Это не сегодня началось. Саид Дубоюртовский. Брат, объясни, почему именно сейчас так происходит с вашим народом. Одни уничтожают других, хотя для меня всегда казалось, что вы одно целое, баракаллаху. Брат, ну, я только что сказал, что это не именно сейчас, это происходит давно. Ни я, ни кто-либо другой не должен говорить, выставлять свое личное в первую очередь, потому что любая трагедия — это наша общая боль. Мы должны говорить про эту общую боль, про все преступления. Вот и я недоволен этими правозащитниками и средствами массовой информации, дезинформации, которые вот не упоминают вот эти преступления. Нужно перечислять весь список, с какого года все это началось, сколько этих преступлений, сколько их совершается сегодня. Что такие преступления совершались при Ельцине, там, всегда при Путине, от начала и до конца. Это не ново. Это навязана вот такая система, чтобы раздавить нас, чеченцев, раздавить нас. И чтобы вот сделать вот таких послушных как бы рабов, что ли. Но это не получится. Пускай старается Путин. Путин тоже доиграется, уже почти доигрался. Алхамдулиллах, что в мире люди начали открывать глаза. Уже не верят Путину. Путину там ставят где-то последнее место. Даже не считается с ним. Не считается. Так, заигрывают там. Политика есть политика. Но с ним не считается сегодня в мире. Вот, то есть в мире поняли, кто есть кто. Кто есть на самом деле преступник и откуда идут угрозы. Действительно, Путин сегодня угрожает там. Не то, что угрожает, а даже ведет войну в Украине, хотя Украина не признает это сегодня, что там идет война. Надо в конце концов признать, что там идет война. Там идет война, там оккупация, там идут боевые действия. Вот. Война была в Грузии при Путине, я говорю. И вот это то, что сейчас недавно произошло в Казахстане, там тоже лапы Кремля. То есть они лезут везде и повсюду. Раскачивают вот эти конфликты, им как бы и стараются вернуть все потерянные как бы земли, они так считают, хотя это не потерянные. Балтийские страны, да, Литва, Латвия, Эстония, это их земля, но они хотят их вернуть обратно. Вот у них цель такая. Вот там Крым наш, Украина наш, Казахстан наш, Балтика наш, вот так.
Такое у них мнение у России. Сейчас, секунду. Рыжая лисичка. Анзор, я имею в виду то, что там, где они могут поддержать друг друга хотя бы взглядом, они не делают этого. Вот об этом я и говорю. Не должно быть так, чтобы у нас было там 5 человек или 10 человек, которые вот, говорят правду и рассказывают миру, что происходит у нас, какие преступления совершаются этим режимом. Мы должны показывать свое недовольство, выходить все, на митинги выходить, на встречи выходить. И показать этому, мне даже оскорблять не хочется, дурачку Кадырову свое место. Кто он такой вообще? Кто он такой, чтобы строить из себя вот какую-то личность, к примеру? И хуй вообще. Вот таким надо показывать свое место. Дом СТВ. Анзор, интересно, как они планируют в дальнейшем после всего жить в Чечне среди нас. Никто никогда этого всего не забудет, и даже если главные сбегут, все равно люди с их родственников спросят. Я не хочу сейчас призывать чему-то, но я скажу, как есть, как это бывает. Алхамдулилlah, я как бы за себя скажу, я никого не притеснял, не унижал в заложниках, не держал никого и никого не призывая к каким-то преступлениям. Но вот эти преступники, я знаю, что я уверен, и вы сами тоже это знаете, и вы тоже уверены, что они не смогут избежать суда народа, народного суда. То, что они совершили над гражданами нашей республики, над нашими братьями и сестрами, не совершалось никогда. Да, сегодня то, что происходит, это происходит впервые в нашей истории. Не было такого никогда. Вот за эти 20 лет. То, что произошло, вот эти их методы, грязные методы. И я уверен, что виновники понесут наказание. И когда земля наша будет деоккупирована, когда мы все вернемся обратно, когда у власти будет та власть, которая будет признана народом, и когда эта власть будет поддержана этим народом, я уверен, что те виновники пройдут через суды. Их будут судить, иншаллах.
Саид Дубаиртовский. Анзор, почему Путин так не любит чеченцев. С приходом его к власти борьба с Кавказом в целом с его стороны ужесточилась, а по отношению к чеченцам тем более. Или это обида, что при Ельцине вы их смели? Ну, там два момента. Первый момент, так, хронологически пройду. Когда-то, вы помните, вот 90-е годы, да, кто-то слышал, кто-то знает это, на самом деле, видел, может. Вот, были вот бандитские 90-е, разборки, там, деньги, там, банки и так далее, и тому подобные преступные группировки были. Вот. И Путин входил в одну из таких группировок. И сейчас боюсь ошибиться, Хоза Сулейманов, да. Вот как-то во время таких разборок, как они называют, с чеченской группировкой, на одной стороне был Путин. То есть он был КГБшником, а там же вот эти группировки были под прикрытием КГБ, ФСК в то время. Вот. И были вот эти разборки между этой группировкой, где был Путин, и пришли люди там разбираться с чеченцами. Так вот, этот Хоза Сулейманов, чеченец, он хорошенько навалял Путину, как я слышал, как я знаю от своих источников, ну, прямо говоря, пинков надавал. Может быть, оттуда вот такая ненависть у него к чеченцам. Там действительно ненависть. И второй момент, я так хронологически подошел. В 1994 году Россия начинает российско-чеченскую войну. И с позором уходит в 1996 году. Последний российский солдат покинул Чеченскую республику Ичкерия 31 декабря 1996 года. Вот, это был позор России, позор российской армии, позор этих российских генералов, Ельцина, всех. Вот. То есть мы, чеченцы, наваляли таких же пинков этой армии. Вот. И с этим они не смирились, и они уже начали с 1996 года планировать новую войну, как реванш. И начали провоцировать нас, чеченцев, внутри нашей республики. Да, им удалось разделить нас на какие-то группы, там вливали много денег, ну, вы все это знаете. Так вот, и вот эти российские спецслужбы совершали такие громкие преступления. Это захват заложников, похищение людей. И для того, эти люди похищались для того, чтобы потом, в 1999 году, вторгнуться в нашу республику в очередной раз, и чтобы обвинить в этих похищениях, преступлениях нас, чеченцев, чтобы прийти к нам с этой причиной, как бы навести порядок. Ну да, еще там Дагестан, они сказали, хотя это тоже их спектакль был. Так вот, готовилась вот такая почва. Такая почва. Energy Magic, как это читается так? Семья федерального судьи, поэтому стал этот случай резонансом, а все население страдает ежедневно. В республике две касты, господа и рабы. Кадыров — первый князь Чечни. Ну, у нас князей никогда не было. Я этого чудика князем не считаю, но я считаю его чудиком. Вот.
которому дали очень много денег, кстати, российские налоги, так вот, и разрешили все. Как говорится, дали зеленый свет. Его там не наказывают и не будут наказывать, пока есть там Путин. А когда не будет Путина, не будет этого мерзавца тоже. Так вот, семья федерального судьи, поэтому стал этот случай резонансом. А все население страдает ежедневно. Да, страдает ежедневно. Да, я согласен с тем, что из-за того, что они работали с какими-то организациями, вот этот случай стал таким резонансным. Вот. А как ранее, вот сейчас я говорил, надо говорить о всех преступлениях. Напоминать в каждой статье, в каждом выступлении все вот эти преступления Путина и Кадырова, которые совершались за все это время. Нельзя ничего забывать, нужно их напоминать. Поэтому каждое вот это преступление для меня это одинаково болезненно. С кем бы это ни произошло, вот. В последнее время захватили в заложники родственников блогеров, чеченских активистов. Вот. Для меня это как бы одинаково. Одинаково. Ну, я имею в виду, что так болезненно отношусь к этому. И я со своей стороны предлагаю и готов стать рядом с этими людьми, с этими активистами. Я им помощник, я им брат, иншаллах. Так. Алейкум ассалам. Алхамдулилlah, дикум. Дикум. Так. Сообщение. Дейрир, салам алейкум. Кто-то... Вася, Вася, тебя скоро ликвидируют. Ну, приди, ликвидируй меня. Ликвидируй. Так. Ламонхот, троллей много. Я знаю, почему здесь сейчас сидят, там весь Хосию, толстый инкубатор, наверное, тут тоже присутствует, так что привет вашему труболазу.
Маркович Виктор, Анзор, сейчас, секунду. Анзор, расскажите о настроениях в Норвегии с последними событиями с НАТО. Что говорят СМИ? То, что я читал, и то, что сейчас вот буквально недавно говорил, ну, люди уже открывают глаза, что настоящая опасность идет там не из исламских там радикалов, как всегда там трубили, вот, идет от России. И сейчас тут напряженка на границах Швеции, там, Норвегии. То есть готовится. Готовится. Вот тут такое настроение. Потому что Россия, как мы знаем, и на себе это испытали, это неадекватное такое государство. Ну, это вина Путина и Путина и его власти. Я не говорю там за народ и так далее. Нет. И что они могут пойти на любую подлость. К примеру, мы видим, что произошло и происходит сегодня в Украине. Михаил Харитонов, Анзор, русские ни при чем в 2 войнах в Чечне. Это все кремлевская рать. Мы все люди, и русским тоже эта власть не нужна, как и вам. Посмотри интервью генерала Рохлина, послушай, что он говорит. Михаил Харитонов, с одной стороны, я поддерживаю ваши слова и согласен с вашими словами, а с другой стороны, но вы же можете это остановить. Почему вы не выйдете? Почему вы там не говорите? Почему вы посылали своих сыновей? Почему вы там это и другое? Ну, вопросов у меня лично много. Знаете, у нас убито около 300 тысяч граждан. Из них, ну, около 45 тысяч детей. Так вот, и сегодня у меня есть такое право, как и у любого чеченца, говорить вот такие слова. Даже слова недовольства, вот, высказывать такое мнение. Мы ничего плохого русским не желаем после всего этого. Мы вам желаем, чтобы у вас был мир, чтобы у вас была стабильность и чтобы у вас, наконец, хотя бы один раз в истории была бы такая власть, которая задумывалась бы, как я всегда говорю, которая задумывалась бы над своим народом и строила бы дружеские отношения со своими соседями, а не развязывала бы войны или конфликты. Вот что я желаю. Саид Дубаюртовский, Анзор, хочешь ли ты вернуться домой? Я думаю, много тех, кто устал жить на чужбине. Думаю, когда вы все вернетесь, Чечня станет как прежде, и люди будут добрее. Я живу здесь не для того, чтобы пустить здесь корни вот, в эту землю. Но я уверен и, конечно же, согласен с тобой в этом. Мы всегда, чеченцы, были привязаны к нашей земле, к нашей родине, земле наших предков. Вот. И мы обязательно вернемся, иншаллах. Всему свое время. Всему свое время. Почему я здесь, в этой стране? Почему здесь другие чеченцы? Почему сюда приезжают, по сегодняшний день приезжают люди? У каждого свои причины. Кого-то буквально недавно начали там дергать, побили или угрожали. Вот человек решил уехать оттуда. Или там
чеченец приехал там лет 20 тому назад. Есть такие люди, которые так давно живут здесь, на чужбине. Вот. Но мы привязаны к своей земле, к своему народу. Мы не теряем свои корни и не потеряем их никогда. И я вопрос такой задал, почему я здесь? Да потому что, чтобы не быть униженным, да, вот, чтобы они как бы не смогли ничего сделать, потому что они там герои. Я еще в прошлом году вспомнил, я говорил, да вылезти, вам следует вылезти из-за спин вот этого войска и доказать, кто вы есть на самом деле. Я называл там пару фамилий. И говорил, приезжайте сюда или приезжайте в любое место, ну, поговорите. А там они за этим войском большие, огромные герои. Лоботряс. Чечен Прокофьев, Анзор, русские на тот момент видели чеченцев, как их показывали в плохом виде. Да, в этом виноваты спецслужбы России, да, в этом виноваты средства массовой информации России, потому что они провели огромную работу, чтобы очернить нас, чеченцев, всех чеченцев, от мала до велика. Назвали нас бандитами, назвали нас террористами. Вот. Это даже, к примеру, такой пример был. В 1944 году, когда выселяли наш народ, наши народы Северного Кавказа, то они в то время НКВД пускали такие слухи среди казахов, наших братьев, пускали такие слухи, что вот к вам едут живодеры, бандиты, они там кушают людей. Вот. А когда вот наши братья казахи увидели, кто к ним приехал, они помогали им тем, чем они могли. Вот. И я, да, согласен, что, как ты сказал, что ты пишешь, Анзор, русские на тот момент видели чеченцы, как их показывали в плохом виде. Мы абсолютно адекватные, нормальные люди, такие люди, что даже после всего, что сделали с нашим народом, после всех этих жертв, мы желаем всем мира. Желаем всем мира. Мы никуда ни к чему не призываем, хотя какие-то там горячие головы говорят, вот, мол, вы хотите начать третью войну, российско-чеченскую, третью войну. Да нет. Дай Аллах, чтобы она не началась. Имеется в виду вот боевые действия, самолеты бомбят. Дай Аллах, чтобы наш народ никогда не видел войн. И ни один народ, чтобы никогда не видел войн. Но эта третья война идет руками этого мерзавца Кадырова. То есть она продолжается. И кое-что тут надо написать.
Сайт пишет на английском. Здравствуйте. Интересна ваша версия выселения чеченского народа со своих территорий Сталиным. Ну, конечно же, не та версия, что якобы чеченцы сотрудничали с немцами, с Гитлером. Ведь также сказали, вот, чеченцы предатели, совершили предательство, они помогали немцам. Да немцев у нас на нашей чеченской земле не было. Не было. Чтобы мы как-то им помогали. И мы даже если и хотели бы, то не успели, наверное. Но никак так, чтобы мы сотнями, тысячами, там, миллионами, как Россия, вот, переходили на сторону немецких захватчиков целыми армиями. Вот. Мы не совершали никакого предательства, но нас выселили. И то, что один момент были ли немцы на нашей территории, на территории чеченской земли. Я знаю, что они дошли до Моздока, там танковые дивизии, немецкие танковые дивизии. Они дошли до Моздока, и там были такие жестокие бои возле Терека. И потом немецкая армия пошла в сторону Молгобека, Ингушетия, и там шли бои. Затем немецкие войска пошли вдоль Терека по левому берегу до станицы Ищерской, и там прорвали оборону, форсировали реку Терек и перешли, сфорсировали этот Терек и продержались там 2-3 дня вот так. Потом их оттуда выбили. Затем они хотели пойти, обойти этот рубеж, этот фронт и захватить Грозный. И по рассказам я помню, что Грозный очень сильно бомбили. И были крупные такие боевые действия возле станицы там Наурской. Вот. Там сотни танков было сожжено так. То есть мы воевали. Не было таких причин для Сталина, чтобы нас выселяли. Сейчас. Так, валикум салам, ратулlah баракату. У меня вопрос. Есть рассказы в интернете, точнее в чате у Хасана. Ну, ты, наверное, про Хасана Халитова, да? СС Муслим там рассказывал про историю 91-го, 94-го и 96-го, 99-х годов. Что думаешь об этом? Так. Ну, я точно сейчас, брат, я не могу сказать, Валария Свылом, не могу сказать именно про что ты сейчас говоришь, но если ты меня сейчас конкретно спросишь в какой-то момент, то я могу рассказать. Иншаллах. Саид Дубаюртовский. Анзор, почему до сих пор никто не наказан за трагедии в Валдах и Самашках? Почему всемирное сообщество не заступилось? Почему все проявили такое безразличие?
Потому что никто не хочет ссориться с Россией. Вот почему. И потому что Путин у власти, то есть тот преступник, который совершил вот эти преступления, ну это про Алды в Самашках, это при Ельцине было, да, ну там режим один и тот же, ничего там не изменилось. Вот. Из-за этого не были наказаны эти преступники. Вот. Если Кадыров, если мужчина, если он считает себя мужчиной, или те, которые вокруг него сейчас, да, они не должны были воевать с женщинами, а вот должны были наказывать тех преступников, которые сжигали людей, живем в селе Самашки, расстреливали женщин и стариков в Алдах, вот, должны были быть заняты этим. Так что легко воевать с такими беззащитными людьми. Вот там у них героизма хватает. Героизма в кавычках. Просто так, просто обзор по статистике, сколько чеченцев осталось. Никто сейчас не может конкретной статистики сказать, сколько чеченцев осталось, сколько нас всего сегодня. Потому что такой реальной, настоящей статистики нету. Есть такая выдуманная кадыровская, что якобы в Чечне, как они говорят, проживает такое количество чеченцев. Нет, это неправда. Они там превышают слишком. Неправда. Могу точно сказать, что где-то даже около половины чеченского народа сегодня находится на чужбине. Из-за этого преступного путинского кадыровского режима, из-за их действий. А также мы не можем сказать про наши жертвы, потому что мы не успели даже провести вот такую статистику. Нам не хватило этого времени, потому что Россия начала вторую агрессию, совершила вторую оккупацию и начала войну. Так, Че Ларесху, он там говорил о несправедливости по отношению к Аслану, а также, что Аслану не было проблем, если нужно жестко начать управлять в 96-99 годах. Но сейчас я просто подкорректирую, но, как я понял, ты говоришь про Аслана Масхадова, про нашего президента. Насчет, что он мог бы жестко управлять с 96 по 99 год. Знаете, если мы в то время проявили бы какую-либо там жестокость, жесткость, если бы проявили бы жесткость, то это было бы на руку России. Он прекрасно понимал, что они подстрекала нашу власть к таким действиям, чтобы мы пролили между собой кровь. Они, конечно, хотели, чтобы Масхадов пошел против Басаева, или там Масхадов пошел бы там, какую еще фамилию назвать, ну я так примерно все это говорю, против Гилаева, там Гилаев пошел бы против Басаева, ну чтобы там такой бардак был.
чтобы друг друга перестреляли. Этого не произошло. Хотя были такие сексоты, проходимцы, которые провоцировали нас в лице Кадырова, Ямадаева и так далее. Вот. Вот что хотели в России, а мы на это не пошли. Мы не проявили эту жесткость. Мы не могли, мы даже не имели права проявлять эту жесткость в то время. Мы пытались всеми способами, нашими действиями, вот такими даже действиями, своими призывами к России даже, к мировому сообществу, пытались избежать новой второй агрессии. Вот. Но не смогли. Не смогли. Не смогли потому, что, да, Россия — это большая страна, у нее большие ресурсы, большой опыт. Они начали вторую войну, вторглись к нам. Я сейчас еще к некоторым моментам, я тут обещал в чате у себя, в комментариях, что пройдусь по биноевскому блогеру. Я уже из него блогера сделал. Вот. Но это потом, пешки потом. Сейчас мы просто зачитаю ваши вопросы. Так. И еще брат пишет, он там говорил о несправедливости по отношению к... да, это я уже зачитывал. Аварии свел. Анзор, экран черный. Почему черный? Кто-то говорит, что экран черный. Не знаю почему. Кто-то здесь уже троллит. Баркал Кавказ, что ты удаляешь такие сообщения. Я прекрасно знаю, вижу уже, что эти люди выставляют себя за других людей и пишут вот такие провокационные комментарии. Мы в них научились разбираться. Я не знаю, как человек может не бояться Всевышнего и пытаться вот провоцировать людей, что запрещено Аллахом. Маркович Виктор, Анзор, фиксируется ли чеченской диаспорой преступления против чеченского народа лично по каждому человеку, совершаемому преступления, чтобы хотя бы сделать таких преступников невыездными из Российской Федерации? Да, в последнее время это наше и упущение. Мы сами в такой ситуации находимся. Вот. Мы работаем с этим. Работаем. И которые здесь глотку рвали за мерзавца Кадырова, то
им тоже не сладко будет здесь. Не сладко. Которые сейчас показали себя вокруг этого преступника. Как же они потом пожалеют? Кавказ сам воркал насчет экрана. Альбина и Айдана Муслим. Анзор, какое отношение у тебя к казахам? Я уже сегодня как бы говорил об этом. Я очень сильно уважаю своих братьев и сестер казахов. У меня очень много знакомых из Казахстана. Вот, и передаю свой салам всем им. Это, я бы даже так сказал, что Казахстан является родиной, второй родиной наших отцов и матерей, потому что многие родились там, в Казахстане. У меня отец и мать тоже родились в Казахстане. Я очень благодарен казахскому народу, нашим братьям и сестрам, что когда-то такие тяжелые для нас времена, это во время насильственной депортации, что они помогали нашим родным людям, чеченцам, ингушам. Вот. Вот такое теплое, братское отношение у меня к ним. И добавлю, что иншаллах, все будет хорошо. Мы следим за ситуацией, которая вот развернулась вокруг Казахстана, как пытаются спровоцировать людей, которые вообще не смотрят, что произойдет из-за этого, погибнут ли люди или нет, не думают об этом. Я про этих горе-политиков говорю. И просто еще добавлю, что Россия там играет огромную роль. Это страна, с которой мы должны быть очень осторожными. Иншаллах, мы ваши братья, мы есть и будем, иншаллах. Так, Седана Дарова. Кавказ, так, я уже... Кто-то стер это сообщение, нет. Насчет флешмоба, да, я согласен. Было бы хорошо даже. Man of Life, валикум салам, брат. Хамби, уцуци, муци, тоур, вара. Уцуци, муци. Да, вспомнил. Тоур, вара, тоур, вара. Тя цвилен, цвил, уцуци. Селик Жан Кокеев, валикум салам, брат. Да, Ильяс Мухтаров, нас связывает история. Да. Ну, то же самое мы можем сказать украинцев. Например, у нас всегда были очень теплые, хорошие отношения с украинцами.
Да, Мухаммад, Technology Innovation, ты тоже сейчас писал насчет сил и стойкости украинцев. Мы сегодня находимся в такой ситуации, или, скажем, если правильно так сказать, украинцы находятся в такой ситуации, в которой мы находились в 1994 году, в 1993-1994 году, когда Россия провоцировала нас, когда руками там так называемой этой оппозиции, вооружив ее, она пыталась развязать войну. Вот. И коротко сказать, мы с украинцами, наши братья находятся там, на месте, воюют рядом вместе с украинцами против российских оккупантов. И по воле Всевышнего все будет хорошо. Этот преступный режим Кремля разойдется по швам, слишком он разошелся по миру тут. Путин сядет на свое место. Насчет Тигр Амурский, алейкум салам, укрепляет дружбу между чеченцами и ингушами. Это единственное, или как так? Ты пишешь дружбу между чеченцами и ингушами. Я так подкорректировал бы братство между чеченцами и ингушами. Мы всегда были, есть и будем братьями. Вот. И я всегда буду призывать к этому, чтобы люди, наши братья, не велись на всякие рода провокации, чтобы не позволить никому заигрывать нами. Вот сейчас там Кадыров какой-то спектакль устроил, пошел против наших братьев, ингушей, а потом переиграл это. Знаете, вы особо тоже ему не верьте. Это человек, у которого нет своего «я», у него нет своего слова, у него нет своего мнения. Это преступник, это такой человек, которого не коснулось никакого воспитания родителей. Вот. Или, может быть, были такими же, не знаю. Вот. Алейкум ассалам. Всем еще раз. Анзоровый байрак смайлик поехали худо действия массовые, если куда написать и так далее и тому подобное. Ума перачи байрак цаню ваичкери ейк пиржлик хердо ваичкери байрака масна хлиещу хыз байрак ю дуньяна ю хайтна юқой байрак. Худо диес цаю чо смайлик шейсун и балх цаха бадыдич я худацу. Али Волков один. Анзор Аллах затко балдыр хадейн кунах варсу хилацинс. Аллах рецурсоваш Аллах затко балце массер дуэр валай вабиц дукко вежри ежри бо син ваш саку ваша карцу ваша оцнока чех боль дукко кун хой буквы. Аллах затко балдырсе массер.
А, так, Нагиев. Валикум салам, брат. Брак Аллах. Я тоже также желаю ради Аллаха всем здоровья. Это самое главное. Так, алейкум салам, Лорд 379. Расскажи подробно о роли русских, принявших ислам в обоих русско-чеченских войнах. Это очень воодушевляет новообращенных мусульман. Джазакаллах. Брат, ну, как тебе сказать, я лишь так подойду к этому ответу, что да, я сам лично даже видел во время Первой российско-чеченской войны были наши братья по вере, которые приняли ислам и воевали против российских оккупантов. Это граждане нашей республики, русские по национальности. Сейчас я имена не помню, но лица их помню. Даже помню, в каких подразделениях они находились. Это ударно-штурмовая бригада, часть на Бароновке. И возле Дом печати была воинская часть. Мы называли его Первый военный городок. Абдусалам. Да, я понимаю, просто был такой момент, что мне надо было на чеченском это сказать. Так что я извиняюсь, а так, в общем-то, я на русском иду. Эфира. Так, валикум салам. Так, я не знаю, я не знаю, paid travel. Валикум салам, брат. Брак Аллах. Знаешь, да, сейчас отвечу на твой вопрос. Хотелось бы, чтобы все подчеркивали, что враги наши не Россия и россияне, а Кремль, российская власть и российская власть. Среди русских миллионы достойных людей, которые также ненавидят эту власть. Я это всегда подчеркиваю. У меня нет какой-либо ненависти к русским, к этому народу. И я даже не имею права иметь какую-либо ненависть к какому-либо народу. Без разницы, к какой он национальности, к какой религии он относится. У меня нет такой ненависти. Вот. И даже после всего, что Россия сделала у нас на нашей родной земле, убив около 300 тысяч наших братьев и сестер. Я также хочу убить эту ненависть, это зло по отношению к народу. Вот. И ко всем таким вопросам, к важным вопросам, я подхожу всегда справедливо. Откуда это идет? Я скажу, что это идет, как ты пишешь, из Кремля. Эти войны, эти провокации, эти преступления, этот террор идет из Кремля. По отношению не только к чеченцам, но по отношению к другим странам, республикам, там, Украина, Грузия, Балтийские страны и другие. Так что мы к таким вопросам подходим справедливо и призываем всех к этой справедливости.
Так, и алейкум салам. Так, я это к тому, Pay Travel пишет, я это к тому говорю, что русские, которые справедливо обижаться могут, если мы обо всем, если мы обобщаем и смешиваем их с преступниками из числа русских. Но мне хотелось бы, чтобы сами русские вставали и выступали, требовали бы разбирательства, к примеру, по тем же террористическим актам, да, по всем террористическим актам. Так, преступления против чеченского народа, другим преступлениям. К примеру, то, что произошло в Норд-Осте, почему они позволили Путину убить столько людей. Почему они позволили там, убить детей в Беслане. Нужно требовать разбирательства и судить их за эти преступления. Я понимаю, да, вину тех людей, которые произвели вот этот захват заложников. Это очень плохо. Нельзя такого делать. Но этих людей убивал Путин. Вот. Так, 1,5 часа идет эфир. Да, я с Кавказа я хотел там, некоторым блогерам из Биноя, там еще откуда тот чудик был, Даудов. По нему хотел чуть-чуть пройтись. И это я в конце сделаю. Мы будем подходить уже к концу. Я просто хочу сделать некоторые такие заявления, а также обращение свое очередное. Так вот, я в начале этого эфира говорил, что я встречался с нашим активистом, исламом, которого вы знаете как мысли ислама. Мы долго разговаривали до эфира, обсуждали разные вопросы. Вот. И обсуждали нашу деятельность также наших активистов. И показали своим эфиром, что мы, люди, которые вот называем себя активистами, которые вот так открыто выступают, говорят открыто так на публику все как есть, то это не понравилось, я так назову, в Кадыровском курятнике. Это очень не понравилось. Это то, что не хотят они там видеть, чтобы такие люди, вот блогеры, там, кто у нас, Ислам, там, Сова, там, другие, там, Хасан, например, Халитов, и другие активисты, чтобы могли встречаться, чтобы они встречались, обсуждали что-то, показывали себя вместе. Вот чего они боятся. Пускай продолжают бояться. У нас все идет хорошо, и никто нас не разделит и не сможет нас разделить. У человека может быть разные мнения, но мы умеем быть хорошими братьями. Так вот, я там слышал передачу
этого чудика, главного чудика Кадырова и его официантки Даудова, они там, Ихамбию, этот, как его, мага, блогер из Биноя, тоже там высказывался против меня, против ислама. Да вы те, которые вот это, которые вот говорили вот эти вещи в наш адрес, вы даже нашего ногтя мизинца не стоите. Вы не стоите ничего. Вы будете просто болтать. Вы будете просто прятаться за спинами людей, там, вооруженных людей. Вы можете там кого-то оскорблять, вы можете так себя вот этим унижать и показывать такое свое мужество. На более мужественные поступки вы не сможете пойти. Не сможете пойти. У вас этого внутри нету. Нет у вас внутри. И Даудов, я тебе еще раз напомню, ты настолько такой мужчина, что после одного пинка, которого ты получил, ты сдал своих товарищей, братьев по оружию, и потом стал рядом с этими кадыровцами, которым ты сейчас прислуживаешься, и стал убивать своих братьев по оружию. Ты им помогал, ты сдавал им базы, ты сдавал их адреса, ты ходил с ними и убивал их. Кто там еще был? Так что этот Даудов не тот человек, который должен говорить про мужество, говорить что-то плохое в адрес ислама, например, в адрес Тумсо или в адрес других наших братьев. Эти люди, да, я, может быть, где-то не согласен, но говорят правду о ваших преступлениях, и они будут это говорить, будут. Вот. И другие моменты. Там еще вот этот блогер из Биноя, лысый блогер из Биноя. Ты тоже там где-то как-то высказывался, ты даже унижался. Человек в возрасте, тебе 60 лет, ты намного старше меня. Я являюсь сыном того человека, которого ты называл братом, с кем ты был какое-то время рядом. Я являюсь его сыном. Вот. И даже по нашим адатам, по законам, ты не мог себя так упасть и низко себя вести. И в какое-то время я, не переходил эти границы, я тебя нигде не оскорблял. Вот. Но сейчас имею такое полное право сказать, кто ты есть на самом деле. Ты был никто и остался таким же никто. Ты стал еще даже хуже. Хуже почему я говорю? Потому что ты стал предателем. Ты стал на сторону тех преступников, которые убивали наших братьев и сестер, которые унижали женщин, чеченских женщин. Вы же любите там говорить, вот там Анзор из Вены, Далдек Алвойли, покушался, там, трогал честь женщин, там, Кадырова. Что, других женщин вообще не существует, к примеру. Наших сестер. Им что, дозволено кого-то захватывать вот так, как сейчас жену Янгульбаева захватили, вот так, издевались тоже над ней. И издеваетесь по сегодняшний день. И издеваетесь над родственниками Тумсо, над родственниками там Халитова и другими родственниками. Вот.
что других женщин, матерей, сестер нету, только кроме, как у Кадырова. Ты встал рядом с этими предателями. Хамбиев, я тебе говорю. Тебе говорю. Так что, сколько бы ты ни пытался, ты не вылезешь из этого. И не ты должен сегодня говорить о каком-то героизме, об участии в своем участии в боевых действиях. Да ты не участвовал нигде. Я буквально недавно встречался с нашими братьями, которые были с тобой рядом и слышали это от тебя. Это было в Заканюрте, в подвале, когда начался обстрел. Я полностью сейчас детали не буду говорить. Когда начался обстрел, то все, как обычно, все бегали под подвалом. Я тоже это делал, да, прятался от самолета. Все это делали. Вот. Но ты забежал, и тебя оттуда вытащить не могли. Тебе говорили, выходи, выходи, ты сказал, нет, там же убьют. Вот. В таком страхе ты был. В таком страхе ты был. Вот. Там еще были моменты в твоей последней речи, что ты не помогал боеприпасами, оружием тем людям, которые приняли участие в событиях в Дагестане 99-го года. Я тебе скажу, как ты это сделал. Ты не поехал, не давал этого оружия, этих боеприпасов лично Басаеву там, или другим, которые были в то время в Дагестане. Да, никто сейчас это не отрицает, что Басаев, Хатаб, там другие были в Дагестане. И все это плохо. Но ты туда не ездил, никто этого тебе не говорил. Ты даже не посмел бы. Ты из-за своего страха даже бы не поехал туда. Твоя нога туда не ступила бы. Ты таких мест избегал всегда. Там, где стреляют, там, где воюют. Вот. Тебе приехал Бараев, Арби Бараев. Арби Бараев приехал там, к Национальной гвардии, ты там был, и ты, опустив голову, стоял перед этим Бараевым, вот, и ты дал Бараеву эти боеприпасы. Вот. То есть фактически ты помог тем людям, которые пошли в Дагестан, как вы это любите говорить. Вот. А сегодня ты стал единорогом, носишь эти рога, и пытаешься сделать все, чтобы там люди не вспомнили это. Да? Это и есть то самое предательство. Ты помог в то время. И еще раз говорю, ты помог Бараеву. Знаешь почему? Потому что ты его боялся. Вот. И у вас были конфликты еще с 94-го года, когда Бараев был в ДГБ, Департамент госбезопасности при Гелисханове, он был у него в охране. Я его с тех пор тоже знаю, я его видел там. Вот. У вас с тех пор были конфликты. Вот. А ты тогда возглавлял, был командиром роты имени Байсангура Биноевского. Я тебя тоже помню. Вот. Ты с тех пор боялся этого Бараева, Ладе Алоя. И когда он к тебе пришел, ты дал ему эти боеприпасы. А твои высказывания, то, что ты в мой адрес сказала, знаешь что? Возьми все эти высказывания, то, что ты мне в мой адрес сказал в адрес других людей, и передай своему лоботрясу, своему шефу, вот, который... Секунду, я продолжу.
Тут уже пишут, утром одну банану, вечером вторую банану. Или там судья продажная, козел ты. Вот так вот надо. А да, кстати, там интересный момент, что ты прикопался к моей прическе, к моим волосам. Ты, видимо, завидуешь, что у меня есть они, и что я могу это сделать, но не ты со своей лысиной. Но я этим что хочу сказать? Ты там говорил в своем видео, там, что вот потер свою голову, а там 2 волоска у тебя торчит. Я просто вспомнил один случай. Ваш главный чудик, он их отсумяется, вообще это пейт был отсумяться. Я это про этого труболаза. Поехал в Иорданию. И там молодой парень, действительно герой, патриот своего народа, который любил и любит свой народ, и свою историю, и своих героев, он открыто выступил против этого ушлепка Кадырова. Он стоял перед ним, а вот здесь у него был флаг и герб. Вот что его задело, этого ушлепка. Этот флаг и герб, что он стал перед ним вот так. Он позвал его потом, когда этот парень сказал, какое имеем мы право любить русских, если они убивали наш народ. Ну, парень был прав. А он, этот ушлепок, Сивертовский, пытался оправдать этих российских оккупантов. Я не говорю, я ничего не хочу сказать против российского народа. Нет, не в этом дело. Когда парень этот говорил ему вот свою злость, вот эту свою обиду, скажем так, а этот ушлепок начал оправдывать этих оккупантов. И этот ушлепок сказал, что он еще сказал, что чеченцы сами виноваты в том, что их всегда депортировали, что всегда начинались войны против нашего народа. По его логике вот так. Он обвинил нас, чеченцев, наших предков, за то, что нас убивали. На голову больной. И этот парень перед ним стоял. И когда ему, этому ушлепку, нечего было сказать, он докопался до его прически. Вот у тебя там прическа такая, у тебя одежда такая. И замяли. Вот такой и ты. Блогер из Биноя. Оли Ларвон, ты будешь там про женщин говорить, так же, как твой ушлепок, к женщинам придираться, их унижать. Но знаете, что у других чеченцев тоже есть братья, сестры, что есть матеря, дочери. Знаете, вы забылись, вы стали на путь шайтана, и совершаете эти преступления. Иншаллах, придет день, когда все это перевернется. Хырватшин Путин, не будет Путина, не будет. И этому ушлепку придется ответить за все эти преступления, которые он совершил. Я еще добавлю, что у меня сейчас внутри все кипит, потому что я вспоминаю все эти случаи, которые они совершили, эти преступники.
Вот. Так вот, все наладится, и все ответят. Но и ты, блогер из Биноя, тебе тоже придется ответить за все высказывания. И Даудова, Хохума, тебе тоже придется ответить. Делимхана, Варова, Мирварова, тебе тоже придется ответить. Мял душу себя. Массера, шуржоп, далдезер душу. Далдезер ду. Сянду, аж линагам, дедай, аж доп хумдина, аж ганс, штадинг дина. А мы свое вернем. Мы свое вернем. И вот что я хотел сказать и призвать людей. Вежри, ежи, братья и сестры, они давно переступили эту границу и совершают вот такие мерзкие преступления. У меня даже язык не поворачивается даже рассказывать об этих преступлениях. Такие мерзкие эти преступления, которые совершались ими, вот, они и дальше будут их совершать. Мы что, хотим, чтобы это в каждый дом пришло, такое преступление пришло в каждый дом, чтобы кто-то из наших вот так пострадал? Пострадают, они будут это делать. Потому что Путин установил такую систему: вот вы должны работать. Вы должны работать так. У этого Хосиутовского ушлепка есть хозяин, и он не делает шага против воли своего хозяина, Путина. Не делает. Все с разрешения, с позволения, с указания Путина. Вот кто виновен в этих преступлениях. Поэтому это пришло в каждый дом. Оскорбление, унижение любой чеченской женщины — это оскорбление всех нас. Всех нас. Они думают, что им дозволено унижать наших женщин. И они так думают. Но все будет, иншаллах, по-другому. Поэтому люди, помогайте хотя бы тем людям, которые что-то пытаются сделать. Они работают ради общего дела, ради нашего дела. Вот. И будьте их сторонниками, тех людей, которые вот работают в этом направлении. И кто может, да, тяжело сегодня говорить, кто может, вставайте рядом. Давайте вместе выйдем из этого кризиса, из этого страха, куда мы сами себя загнали на самом-то деле. Вот. Мы не этого ушлепка должны бояться, путинского, а мы должны бояться Аллаха. Должны бояться Аллаха. Принимайте участие. Будьте осторожны на местах, где бы вы ни были. Не ведитесь на громкие там речи, какие-то лозунги. У нас и так полным-полно своих проблем, которые мы должны решить. Но мы должны их решить очень грамотно. Не позволять каким-то провокаторам провоцировать нас. Дай задание подписчикам. Я это задание всем даю, и себе тоже. Как бы и установка моя вот эта. Мы все должны стараться ради Аллаха,
ради Аллаха. Вот что я хотел так коротко пройтись, сказать. Да, как говорят блогеры, подписывайтесь, распространяйте, ставьте лайки, как говорится, да. Просто, да, распространяйте. Мы должны вместе работать. Вот что я хочу сказать. Ну, paid travel, я понимаю, я же поэтому улыбнулся, что кто считает, что подписаться, да, опасно, пусть не подписывается. Но я про тех, которые живут именно в республике, например. Вот. ЛРО, я же поэтому говорю, будьте осторожны. А те, которые могут, да, ваша подписка, ваши комментарии под видео, все это влияет на видео, они популяризируют это видео на этой платформе. То есть, чтобы это видео распространялось, чтобы эта правда распространялась. Вот так вот. Вот поэтому я говорю. Нагиев, брат, иншаллах, все будет хорошо. Иншаллах. Я просто еще раз добавлю, наверное, я это в прошлом году много раз говорил. Те, которые вот рвут глотку, которые пытаются что-то сказать в наш адрес, в адрес тех людей, которые проводят такую работу, вот, про чеченских активистов. Я хочу сказать тем людям, которые рвут эту глотку против нас. Ну, раз уж вы такие мужчины, то давайте увидимся где-нибудь в любом месте, поговорим. Цаца, вы только можете делать одно, чему вас научили вот эти российские спецслужбы. Это унижать простых граждан, клеветать кого-то, оскорблять кого-то, пытаться унизить кого-то, копаться в личном вот пространстве, да, вот как вы сейчас вот на днях это делаете. Вот. Как вы вот этих двух стариков унижали. У нас же такого никогда не было. Вот. Не было. Дердикву. Дан халха дайтен жоп телевизор масера, иншаллах. Да, чеченский народ под гнетом террористов, ставленников Путина. Это и есть террористы. Да, они говорили, что вешали такой ярлык на наших героев, что вот там чеченские герои, которые сопротивлялись против российских оккупантов, воевали против оккупантов, они называли их террористами. Вот тут далеко ходить не надо. Хосиют, там их этот главный лопух сидит, который совершает террор, называет это путем, ахметовским путем.
Вот где террористы и главный заводила сидит в Кремле. Ну, алхамдулилlah, мир знает, кто есть кто. Ладно, я сейчас завершу. Я давно не выходил в эфир, поэтому мне по-любому хотелось сегодня вот так провести неподготовленный эфир, ответить на ваши вопросы и просто сказать свои мысли о происходящем, свои несогласия и очередной раз призвать вас. Будьте активными, будьте нашими помощниками во всех этих делах, в работе. Вот. Давно пора работать вместе. Это я не занимаюсь своим личным делом, также не занимаются и другие своими личными делами. Я про тех чеченских активистов. Мы все должны работать вместе. Я всех благодарю. Иншаллах, придет тот день, когда всем придется ответить за благие деяния, а также за вот такие вот мерзкие деяния. Иншаллах, то есть все мы за все ответим, даже за каждое сказанное слово. И тем братьям, я не хочу их делить, у которых вот в последнее время забрали родственников, им же пожелаю терпения. Все, иншаллах, будет хорошо, все в руках Аллаха. Аллах это будет. Масира, иншаллах, шадигани сладама. Чех дердут мота, отсхакина и чех дердат, стуин сривашли. Ша стег кума и хелля хари, то зори будет цибайцер. Так, вот и шалило шли ладидацер. Yes, он вообще гейт. Еще раз благодарю. До скорых встреч. Иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.